я вот смотрю вот эти вот заседания Народного собрания, там иногда выступления. Вы знаете, я смотрю на этих людей, и я вот себя спрашиваю, это гагаузы или это не гагаузы? А почему вы себя спрашиваете? Ну, потому что я помню вот гагаузов, своих родственников. Понимаете, гагаузы, они, вот сегодняшние гагаузы, они отличаются от тех гагаузов. Чем в первую очередь? Ну, во-первых, тем, что у тех было достоинство. Они никогда не говорили впустую. Вот недаром я вам привела пример моего деда, почему он был недоволен властью советской. Он говорит, пришли болтуны, бездельники. Понимаете, таких людей в гагаузском обществе не уважали. Гагауз был человек слова. Он никогда не говорил просто так, лишь бы что-то сказать, понимаете? И они не любили этого. И поэтому мне кажется, что вот какое-то гагаузское достоинство утеряно. И эти люди, которые уже ушли, которых уже нет с нами, мне кажется, что они как бы они разрушают и наш генофонд вот такими действиями. Но не надо вот разводить вот этот балаган, вот это вот. Ведь не выносится ссора из избы, как бы говорится в народе. И то, что происходит вот сейчас, все-таки остался вот этот менталитет, ну, не раба, скажем так, зависимого человека. И вот они как ведут, и кто-то их повел, более сильный или более денежный, вот они за этим и идут. А для гагауза всегда самым ценным, я уже говорила, это была земля, его дом, его родина. Вот это было самое ценное для него. Достоинство. И достоинство. И еще хочу отметить, что гагаузы были всегда законопослушными. Будь то Российская империя или Королевская Румыния и советская власть. Они никогда не старались соблюдать всегда законы. Они просто трудились? Да, трудились, да. Они были честны? Да. И дожили до того, что депутаты Народного собрания Гагаузии сами не выполняют законы, ими же принятые.